получения биотоплива из древесины и подготовки кадров. На Булаке обнаружили клад. Под слоями мусора и грязи, что убирают в эти дни рабочие, нашли новую жизнь. О чем речь, знает Дарья Турцева. Она прокатилась по городу, который круглосуточно благоустраивают. 1100 автоцистерн с грязью и илом вывезли с Булака. Такую чистоту в водоеме не наводили с 60-х годов. Не мудрено, что тонны мусора забили подземные родники. Если бы не затеяли генеральную уборку, то об их существовании так никто и не узнал. А правда, что обнаружили родники, которые питают? Да. Анатолий Петрович, есть, да? Да, есть родники. Ну, вот я точно знаю, где-то 3 штуки. В начале, в середине Булака и в том конце. Теперь снабжать водой протоку будут и чистые подземные источники, а не только фонтаны, которые, кстати, тоже обновили. На Булаке кипит работа. Здесь высадились деревья, заканчивают стелить газоны и устанавливают ограждения. Сам канал немного осушили, чтобы было удобнее работать. Но когда все закончат, его снова наполнят водой, и тогда уже во всей красе можно будет увидеть новые фонтаны. Струи фонтанов будут подниматься выше, чем прежде, а ночью подсвечиваться. Подсветят и опоры мостов. И продумайте так, как чтобы вандальные, антивандальные дела тоже были. На Пушкина заканчивают ремонт фасадов. Осталось немного докрасить. Рабочие разбирают защитные козырьки. Старый асфальт на тротуаре снимут и уложат брусчатку. Без выходных ничего не поделаешь. Работать надо. Благоустройство города. Работают не только в историческом центре. На Вишневского благоустраивают обочину, высаживают деревья, готовят грунт под газон. Казанцы дивятся, так много, и сразу рабочих на улицах они еще никогда не видели. Очень много рабочих, суета такая, и пробки кругом из-за этого. Лоск наводят по всему городу, ведь любопытные гости могут заглянуть в любой переулок, а не только ограничиться экскурсиями по маршрутам универсиады. Дарья Турцева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.